Не секрет, что каждый подросток хочет самостоятельно зарабатывать. Сейчас время такое, когда хочется, чтобы финансовые возможности покрывали наши потребности, а в условиях современного рынка иметь деньги на покупку гаджетов или модных вещей хочет каждый подросток. И чтобы такие возможности появились у сотен тысяч подростков по всей стране, нужна слаженная работа всей системы. И здесь ключевую роль играет Министерство просвещения России. Все, о чем мы будем говорить сегодня, это быстрые курсы, практика на реальном производстве, гарантированное трудоустройство. Это не инициатива отдельных колледжей, это часть большой государственной стратегии по подготовке кадров, которую реализует Минпросвещение. Во-первых, это нацпроекты и федеральные программы, в рамках которых колледжи модернизируют свои программы обучения. Благодаря им учебные заведения получают новейшее оборудование для мастерских, те же самые станки с ЧПУ, кухни-лаборатории и даже IT-полигоны. Инвестиции идут в инфраструктуру учебного заведения, за которой стоит будущая зарплата выпускника. А во-вторых, это создание единых стандартов качества. Самый яркий пример – это программа «Профессионалитет», которую курирует Министерство науки, и ее суть заключается в следующем. Колледж или предприятие становятся партнерами на всех уровнях. Работодатель не просто ждет готового специалиста, а помогает его готовить. Формирует программу, предоставляет наставников, берет на практику. И это есть тот самый короткий путь от учебы к работе, о котором мы сегодня вам расскажем. Ну и в-третьих, Минпросвещение работает над гибкостью и доступностью образования. Те самые краткосрочные программы, о которых вы сегодня узнаете, это тоже часть этой политики. Они дают возможность попробовать профессию, быстро получить первый навык и начать зарабатывать, не дожидаясь диплома. И, наконец, поддержка предпринимательских инициатив среди студентов. Через различные курсы, чемпионаты вроде профессионалов или Обилимпикс, грантовые программы Министерство помогает талантливым ребятам не просто найти работу, а создать свои рабочие места. Простыми словами, Минпросвещение создает экосистему, в которой подросток может сделать осознанный выбор, быстро освоить востребованную профессию и уверенно стартовать во взрослую жизнь, будь то работа в ведущей компании или свой первый бизнес. Это инвестиция государства в будущее молодежи, которая окупается их успехом и развитием экономики всей страны. А значит, выбирая колледж сегодня, подросток получает не просто образование, он получает поддержку всей государственной системы, нацеленной на его быстрый профессиональный и финансовый старт. Сколько времени нужно, чтобы получить профессию и начать зарабатывать? ВУЗ – это минимум 4 года. А что, если уже через 2-3 года или даже через месяц иметь на руках диплом, опыт или первые деньги? Интересный вопрос, правда? Или даже открыть свое небольшое дело. И это не фантастика, а реальность для тех, кто выбирает колледж после 9 класса. И сегодня мы говорим о самом быстром и практичном старте в профессиональную жизнь. У нас в гостях директор Якутского технологического техникума сервиса Галина Федоровна Солдатова. Здравствуйте, Галина Федоровна. Добрый день, Рита Михайловна. Добрый день, уважаемые зрители. Да, и вот помимо основных программ, которые есть в вашем техникуме, мы слышали, что есть и специальные краткосрочные курсы. Давайте начнем с них, потому что, по моему мнению, это самое интересное, что есть сейчас на данный момент в вашем техникуме. А наш Якутский технологический техникум сервиса имени Юрия Александровича Готовцева специализируется на подготовке специалистов индустрии гостеприимства, питания, торговли, туризма. То есть мы работаем в сфере услуг и готовим в этом направлении специалистов. Действительно, у нас есть и основные программы, по которым можно обучиться от года до 4 лет. И есть краткосрочные программы, когда желающие могут получить буквально от месяца до 3 месяцев, да, первую профессию. И рынок труда действительно быстро меняется, и сейчас для работодателя важны не специалисты с теоретическим знанием и документом образования, да, а именно с прикладными навыками профессиональными, которые могут сразу пойти и работать, получать доход и переносить пользу работодателю.
У нас в техникуме есть подразделение свое, называется многофункциональный центр прикладных квалификаций. И именно в этом центре осуществляется набор и подготовка специалистов по краткосрочным программам. Это профессиональное обучение и курсы дополнительного профессионального образования. У нас можно получить такие профессии, как повар, кондитер, швея, официант, бармен, портной, продавец, горничная, то есть все профессии, которые востребованы в сфере обслуживания. И, конечно, вот родителям тоже такой совет, да, чтобы помочь ребенку определиться в профориентации. Конечно, я вот и как мама, да, могу сказать, и в целом вот как педагог важно водить на такие профориентационные мероприятия и, возможно, вот нацеливать на получение такой краткосрочной программы. Потому что когда ребенок участвует в конкурсах, мастер-классах, посещает различные краткосрочные курсы, он может найти именно свою линию, по которой в будущем будет работать. И получается, по окончании этих краткосрочных курсов, они же получают свидетельство о профессиональном образовании или это просто какой-то сертификат? Нет, это свидетельство государственного образца о профессиональном обучении, которое присваивает профессию, по которой фактически завершивший обучение может работать. Получается, подросток спокойно проходит обучение и потом идет к работодателю, показывает о том, что он специалист, не просто там кто-то с улицы, да, а именно специалист с определенным профильным образованием. Да. Вот, и у него там же, ну, действительно, к пищевому производству нужно какие-то специальные доступы, специальные категории и так далее. И ваши программы всему этому обучают. Да, у нас есть программы, направленные именно на получение первой профессии, вот, к примеру, повар, да, как первая профессия. Есть программы на повышение квалификации. Допустим, мы обучаем также действующих поваров на повышение разрядности. Если у повара есть 3-й разряд, он может у нас повысить квалификацию до 4-го разряда, до 5-го, до 6-го максимального разряда. Но вот почему я задала именно это первым вопросом, да, потому что я увидела объявление в одном из пабликов, да, и меня очень заинтересовала эта программа, потому что, вот, допустим, если говорить о ситуации с моим сыном, мы закончили 9 класс, и вот мы не прошли по баллам ни в один из колледжей города Якутска, вот, и год мы потеряли, получается. И сейчас я ему показала перечень специальности, которые есть в вашем техникуме. Он для себя даже определил, какие ему интересны. И он сказал, что это, в принципе, для него очень даже удобно, потому что от 1 до 3 месяцев срок обучения плюс формат онлайн и офлайн, то есть очень удобно подстроиться под учебный процесс, да, и для него это прям вызвало огромный интерес. Действительно, вот для подростков, которые, наверное, еще пока не определились и именно хотят получать первый доход, начать первую вот свою ступень рабочую, да, и есть потребность получить профессию, вот это будет очень важно, именно нацелиться на краткосрочные программы. Возможно, школьники в период, допустим, летней занятости, да, в поисках подработки. Затем это может быть ступенью к получению среднего профессионального образования, потому что фактически, если действительно профессия понравилась, есть возможность поступить к нам уже на полноценную программу среднего профессионального образования. В рамках этой программы также получается обучение. Первое — это практическое обучение профессии. То есть когда у нас специалисты на среднем образовании учатся, они тоже получают свидетельство о профобучении профессии, чтобы в период обучения могли также работать. Да? И в завершении, допустим, обучения получают диплом среднего профессионального образования. И именно вот этот цикл, когда получается первое профобучение, может быть перезачтен комиссионно, если человек уже на этапе поступления имел свидетельство о профобучении. Ну это же замечательно. Вот как раз об этом я хотела спросить вас в следующем вопросе. Вы уже ответили на него, да? И получается, что вот как устроена
обучение, вот про краткосрочное мы поговорили. А сейчас очень интересно узнать о долгосрочных программах обучения, да, на основных программах, которые есть в вашем техникуме. Могут ли студенты уже во время учебы заключать договоры с работодателями и получать официальный доход? Отличается ли практика на долгосрочных курсах от тех курсов, которые являются краткосрочными? Вот какие есть различия? Получение среднего профессионального образования — это более фундаментальная уже программа, да, более углубленное изучение идет. И, конечно, 25% от обучения у нас в федеральных стандартах предусмотрено именно практическое обучение. Это производственные практики, учебные практики, и все они проходят на базах партнеров работодателей. А также у нас такие профессии, которые требуют постоянно, не только в период практики, да, постоянных практического обучения, практических навыков. И есть такая форма, называется дуальное обучение, когда лекции изучаются в аудитории, а практические занятия в рамках предмета лабораторные практически изучаются непосредственно уже на практике. Поэтому у нас есть и такие договора с работодателями, когда мы каждый день ежедневно в процессе обучения отправляем на лабораторно-практические занятия. В настоящее время у нас 52 таких договора о дуальном обучении. Партнеров у нас много, ну, это вся система, получается, общественного питания, торговли с нами сотрудничает. И у нас есть также свое производство. То есть колледж создал учебно-производственные комплексы, имеется своя, допустим, хлебопекарня, мы тоже производим и реализуем на сторону, своя столовая, свой учебно-производственный бар, учебно-производственные швейные цеха, учебно-производственная парикмахерская, которых кондитерский цех, которых мы непосредственно привлекаем также детей на получение практических навыков вместе с мастером. Получается, к вам можно прийти, вот, например, если я захочу пообедать, как комплексный обед, я могу прийти к вам в техникум, зайти в столовую и пообедать. Да, конечно, можно. Да, можно заказать кейтеринг. У нас есть услуги кейтеринга с полным обслуживанием. То есть у каждого учебно-производственного комплекса есть свои разработанные прайс-листы, предоставление услуг, своей продукции. И, конечно, мы работаем, сотрудничаем и с системой образования, то есть техникумы, школы, с которыми мы сотрудничаем, также с торговыми центрами. Например, хлеб у нас реализуется в супермаркетах ТОККО. Разные, здорово. да. Это просто здорово. Теперь я буду знать, где покупать хлеб, потому что ну, я так настроена, да, что покупаю хлеб только вот свежеиспеченный, прям вот знаю, где делают, зная, что у вас очень жесткий контроль качества в любом случае есть, да, и теперь я буду покупать только ваш хлеб. Спасибо большое. Будем рады. Да, и теперь перейдем, наверное, к самой интересной части для наших подростков, потому что каждый подросток мечтает стать успешным предпринимателем. Вот. И учат в техникуме не просто работать по специальности, но и открывать собственное дело. И, например, можно ли на тех краткосрочных курсах освоить азы парикмахерского, например, искусства, да, или ремонта техники и сразу начать зарабатывать? У нас по всем профессиям и специальностям реализуется обязательная дисциплина — это основы предпринимательской деятельности. Она введена на основе федеральных стандартов. Дисциплина основы финансовой грамотности также обязательна для обучения. Кроме того, вот в рамках курсов мы работаем под запросы слушателей. У нас бывают слушатели, которые поступают, допустим, по различным программам. Это содействие занятости, центра занятости, это социальные контракты, которые в будущем хотят открыть свое дело, и в рамках этого проходят обучение. Конечно, мы для них программу выстраиваем немного по-другому, чтобы в нее уже включались в том числе и азы предпринимательской деятельности, более углубленная организационная работа, основы управленческой деятельности. То есть вот работаем под конкретного слушателя. Такие краткосрочные программы выстраиваем. Получается, все равно человек получает базовые знания для того, чтобы открыть собственное дело. Да, правильно? да, вот. верно.
Вот вы готовите студентов к финансовой жизни. Вы сказали о том, что у вас есть уроки основы предпринимательской деятельности и финансовой грамотности. И расскажите о сотрудничестве с банками или фондами поддержки малого и среднего предпринимательства, да, которые могут, например, дать какую-то базу для стартового капитала. Ну, в целом, если посмотреть вот микрозаймы, да, это инструмент, который все-таки должен быть тщательно проанализирован и стратегически спланирован потенциальным заемщикам, да. В целом, конечно, он может быть полезен, если действительно вот его эффективность рассчитана. На самом деле вот рекомендую посмотреть различные гранты, программы, где есть возможность государственной поддержки. Такие программы есть, и такие программы вот могут быть полезны для начинающего предпринимателя. Есть мой бизнес-сайт, да, где размещены как раз-таки методическое, организационное сопровождение, да, для тех, кто хочет открыть свое дело. В том числе размещены вот формы государственной поддержки. У нас есть соглашение с мой бизнесом. Мы, кстати, планируем с ними совместно реализовать одну из программ, где они включатся вот по предпринимательству, а мы, в свою очередь, по поварскому делу заключили с ними соглашение. Есть при Министерстве предпринимательства агентство развития туризма. По туризму сейчас тоже очень много форм поддержки. И, конечно, если требуется какая-то консультация и так далее, мы готовы тоже рассказать, поддержать о конкретной форме поддержки для начинающего предпринимателя. Уважаемые телезрители, мы обязательно разместим все контакты. Плюс Галина Федоровна нам предоставила очень интересные информационные материалы в процессе интервью. Вы их обязательно увидите. Ну а мы продолжим. Про специальности мы поговорили. То, что вы даете выпускникам своего техникума. Да? А помогает ли техникум выпускникам с первым трудоустройством? Вы сказали, что у вас есть 52 договора с разного рода организациями. Да? И вот все равно не каждый же может там... кто-то постесняется, у кого-то времени нету, кому-то срочно надо ехать домой, если он, например, не из Якутска, да, ему нужно выехать в район, вот, и сразу не устраиваться на работу. Вот бросаете ли вы своих выпускников или вы ведете их, вот, пока они прямо не подпишут трудовой договор? У нас создано подразделение, как и во всех учреждениях СПО, это центры карьеры. Непосредственно центры карьеры, они сопровождают уже на уровне студента, да, помогают в составлении резюме, организуют ярмарки с работодателями и в целом сопровождают после завершения в течение 3 лет трудоустройства, то есть мониторят, на связи, где-то подбирают вакансии. Кроме того, наши студенты, у нас такие профессии, вот как поварское, кондитерское дело и официант-бармен, это буквально 100% трудоустройства по специальности, потому что востребованность очень большая. И ребята уже на уровне студентов 2-3 курса, они работают. У нас сейчас 40 студентов находятся на индивидуальном графике и совмещают работу с учебой по своей специальности. Рынок, действительно, вот чтобы понять, да, на какую профессию поступать, все-таки надо, наверное, провести мониторинг рынка труда. Насколько сейчас востребованы специалисты, сколько вакансий. Например, только на портале «Работа в России» на сегодня, к примеру, 49 вакансий по профессии повар находится. То есть есть место, да, где можно найти работу. Абсолютно с вами согласна. И вы абсолютно правильно отметили, что нужно мониторить. Нужно в любом случае проверять, какая будет у тебя зарплата. Да. И отмечу, что зарплаты-то, они никогда не падают, они всегда растут. С каждым годом наш заработок все время индексируется, увеличивается за счет разного рода государственной поддержки, это может быть, да, или может быть какой-то перерасчет от работодателя и так далее. Ну вот, хотелось бы у вас узнать конкретную историю успеха. Есть ли у вас такой выпускник или какая-нибудь такая, может быть, какая-то интересная история для наших телезрителей, которая подтвердит вот все то сказанное, о чем мы сегодня с вами поговорили?
Ну, мы гордимся своим, наверное, самым знаменитым выпускником в области кулинарного мастерства Якутии. Это Иннокентий Иннокентьевич Тарбахов. Наш выпускник ну, перед началом своего пути, он уже на этапе школ, ну, как бы обучения по школьной программе, да, хотел стать поваром. То есть он пришел к нам профессионально ориентированный. И, конечно, успешно закончил наше учебное заведение. У него большой... его ученики работают с нами. Его ученики работают, ну, по всей системе, да, поварского, кондитерского дела в Якутии. И он на протяжении всей своей трудовой деятельности не прерывал с нами связь. Он и занятия у нас проводил, и экспертом был, председателем комиссии. В честь него мы проводим конкурс республиканский для школьников Тарбахов Астека, Алгыстахас, отраслевые чемпионаты. То есть, ну, это действительно вот такой знаменитый выпускник, которым мы гордимся. Его внук Семен Тарбахов сейчас работает шеф-поваром Мусхая. Тоже наш выпускник, тоже продолжатель дела своего деда, да, тоже во всех конкурсах профессиональных у нас участвует. Еще у нас Матынанов Константин, это шеф-повар ресторана Тыгындархан, тоже наш выпускник. Есть у нас даже на уровне студенческой скамьи 2 студента, которые работают шеф-поварами уже. Ничего себе! Да. Ну, вот, это наше основное направление. Раньше мы назывались Якутское кулинарное училище, и вот поварское кондитерское дело. Это наша основная специальность подготовки. Ничего себе, прям очень интересно. Я эту информацию не знала. И получается, что действительно вы взращиваете, ну, звезд кулинарной культуры, можно сказать, да, республики? Ну, в интеграции совместно с работодателями мы готовим, да, таких специалистов. Благодаря тому, что у нас, наверное, создан такой кластер, где есть и представители работодателей, представители образовательных организаций. И вот в такой коллаборации действительно идет подготовка специалистов. А теперь я прошу вас дать, ну, небольшой, наверное, совет, да, и будущему предпринимателю, и, возможно, будущему, ну, для начала будущему вашему студенту. Вот, что бы вы посоветовали такому подростку, который хочет как можно быстрее начать зарабатывать? Потому что дети буквально, вот, ну, не знаю, моему младшему сыну 12 лет, и он уже хочет зарабатывать. И вот ему хочется сказать: остановись, будь ребенком, не торопись во взрослую жизнь, не надо тебе это пока. Вот, пока мы о тебе заботимся, наслаждайся жизнью. Но он не слушает и тоже хочет что-то вот для себя, да? Какой бы совет вы могли дать? Ну, на самом деле, вот то, что дети стараются зарабатывать и получать первый доход, это первая ступенька самостоятельности. Самостоятельно иметь свои собственные денежные средства, распоряжаться с ними, это тоже очень здорово. И хотела бы дать рекомендацию подросткам присмотреться к своему хобби, потому что хобби можно потом перенести в успешный бизнес. Что ребенку нравится, да, где ему, ну, вот, какая ниша, допустим, да, он может заняться, определить какие-то каналы коммуникации, летнюю занятость организовать свою, да, и, ну, изучить процессы, которые происходят в организации. Подростку в 14 лет уже можно получить ИНН, стать самозанятым, поэтому все как бы, ну, сейчас такое время, такой рынок, да, что можно уже с ранних лет начать зарабатывать или же в статусе, допустим, самозанятого, или же в статусе наемного работника. То есть возможностей очень много, особенно в городе. Да, и учитывая тот перечень, который, ну, в рамках которых может работать самозанятый, как раз вот кулинарное искусство, да, оно туда входит впрямую, ну, вот, прямо предназначено, как будто самозанятость предназначена для тех, кто печет пирожные, тортики, занимается кейтерингом, либо предоставлением каких-то услуг. Да, это все входит. И еще очень интересная у нас есть специальность — это специалисты торгового дела. Мы сейчас пытаемся вот углубиться в специфику именно электронной коммерции,
потому что действительно вся торговля в основном сейчас в электронном формате, да, и есть у нас направление сотрудничества с китайским университетом, который вот именно, ну, китайцы, они как бы в электронной торговле большие профи, направление, где мы взаимодействуем в рамках соглашения. Ну, то получается, у нас уже есть примеры, когда якутяне сотрудничают с маркетплейсами из Китая и привозят, ну, сезонно, это могут быть какие-то товары сезонного там, направления, да, или кто-то постоянно, на постоянной форме открывает интернет-магазин и ведет такую работу. И действительно, это очень интересно, потому что, да, цифровые сервисы развиваются, да, цифровая экономика растет, креативную экономику мы должны развивать, да, это, ну, прямой шаг, первый шаг именно в том направлении. Пользуясь случаем, хотелось бы пригласить школьников у нас, ну и студентов, возможно, да, у нас планируется в апреле выезд как раз на короткую программу по электронной коммерции в Китай. И в рамках вот набора наших студентов, есть у нас желающие предприниматели, мы также можем охватить школьников этой программе и организовать совместный выезд. Для этого что нужно сделать? Если будут размещены мои контакты, связаться со мной, я обязательно свяжу вас с ответственным по этому направлению и, в принципе, записаться и работать дальше. Хорошо, мы разместим адрес электронной почты и QR-код, который ведет на сайт техникума, и вы можете подать заявку и стать участником такой уникальной миссии. Да. Спасибо вам большое, Галина Федоровна, за то, что пришли на интервью. Очень интересно. И мне кажется, что нам нужно будет продолжить и уже записать выпуск не для подростков, а для взрослых. Спасибо большое, Рита Михайловна, за приглашение. Спасибо, уважаемые зрители. Мы рады всегда сотрудничеству. С вами была передача «Про деньги» и ее ведущая Рита Якушева. До новых встреч в эфире.